Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе «В помощь экологам» программа развития ООН доставила в Абхазию специальное оборудование для эффективной борьбы с огневкой. Демонтаж канатной дороги. Российские спасатели оказывают помощь абхазским коллегам. Подвиг спортсменов. Пресс-конференция по итогам чемпионата мира по футболу «Канифа-2016». Президент Рауль Хаджимба провел рабочее совещание с членами Организационного комитета чемпионата мира по футболу по версии Канифа. Глава государства высоко оценил проведение чемпионата и поблагодарил членов оргкомитета за работу. Рауль Хаджимба поздравил главного тренера сборной Абхазии Джуму Кварацхелия и президента Федерации футбола Абхазии Руслана Аджинджал с заслуженной победой национальной сборной. Несмотря на то, что времени на подготовку было немного, Федерации футбола Абхазии и оргкомитетом была проделана значительная работа для того, чтобы мероприятие было проведено на самом высоком уровне, сказал премьер-министр Артур Микваби. В ходе совещания был отмечен высокий интерес жителей Абхазии к играм с участием национальной сборной, а также высокий уровень культуры болельщиков. Была дана положительная оценка работе правоохранительных органов, обеспечившим безопасность во время проведения спортивного мероприятия. Президент выразил уверенность в том, что сборная Абхазии будет показывать еще более высокие результаты. Спорт показал, что мы едины и весь народ может быть сплочен общей идеей, сказал Рауль Хаджимба. 8 июня запланирована встреча президента с командой и тренерским составом сборной Абхазии по футболу. В мультимедийном центре «Спутник Абхазии» подведены итоги прошедшего в республике чемпионата мира по футболу «Канифа-2016». На многочисленные вопросы журналистов отвечали президент Федерации футбола Абхазии Руслан Аджинджал, главный тренер сборной Абхазии Джума Кварацхелия и капитан команды Анри Хагуш. Тему продолжат наши корреспонденты. Вот и завершился чемпионат мира по футболу «Канифа-2016» в Абхазии триумфом нашей команды. В пресс-центре «Спутник Абхазии» очень оживленная и теплая атмосфера. Уставшие за эти дни, но все же счастливые и гордые, президент Федерации футбола Абхазии Руслан Аджинджал, главный тренер сборной Джума Кварацхелия и капитан команды Анри Хагуш отвечают на многочисленные вопросы журналистов об итогах чемпионата, о перспективах сборной команды, о том, каким сложным оказался путь к победе на чемпионате, о соперниках в борьбе за кубок и, конечно же, о поддержке болельщиков. Всех вас хочу поздравить с нашей победой. Это наша общая победа. То, что происходило на стадионе, то единение, которое было, это невозможно передать словами. Такая гордость за весь наш народ. Хочу вам сказать, уважаемые болельщики, большое спасибо. Во многом благодаря вам наша сборная добилась такого впечатляющего результата. Всех вас поздравляю, спасибо вам большое за поддержку. Я надеюсь, и в дальнейшем тоже так будет. Поэтому примите искренние поздравления от нас, от футболистов, от тренера команды. На вопрос о том, как удалось за столь короткий срок подготовить команду и настроить ее на победу, главный тренер сборной Джума Кварацхелия отметил, что переоценить тяжелый труд тренеров на этом чемпионате невозможно. Подготовка шла очень тяжелой, кропотливой, но была хорошая рабочая обстановка. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить всех тренеров чемпионата Абхазии, которые готовили ребят. В основном 70% составляли они. Главная проблема у нас была в том, что все футболисты были готовы по-разному. Кто-то приехал позже, кто-то приехал раньше. И практически мы с 24 числа мы начали готовить команду. Было 5 дней у нас. И благодаря тем людям, которые и опыта футболистов, которые приехали, они не усложнили нам задачу, и огромное им спасибо. В один голос тренеры и капитан отмечали ту неоценимую поддержку, которую оказывали им трибуны. По их словам, без поддержки болельщиков победа была бы невозможна. Кто бы нам попался бы в финале, для нас разницы не было. Нам все равно надо было выходить, выигрывать, стараться, доказать. Столько людей надеялись на нас, и мы просто не имели права как бы огорчить ихнюю радость. И, пользуясь случаем, если позволите, я вот здесь Руслан сказал, наверное, 12-й игрок это были те люди, которые были на стадионе и нервничали за нас. Спасибо им огромное, и с Божьей помощью у нас все получилось.
Журналистов интересовала дальнейшая судьба сборной и, соответственно, самих игроков. Какие перспективы открылись перед ними, теперь уже чемпионами мира. Те ребята, которые были с клубов, они едут в свои клубы. У них есть действующие контракты, которые, наверное, они уже там будут разбираться. Но после того, как они стали чемпионами мира, их навряд ли кто выпустит. На вопрос о том, какая игра была для него самой сложной, капитан команды Андрей Хагуш, не растерявшись, ответил, шутя, что с командой Чагоса, но тут же добавил, что, конечно же, финальная, самая ответственная. Какая игра для вас лично была самая сложная? Чагос. Для меня Чагос. Я думаю, наверное, скорее всего, финальная игра. Именно как складывался матч. Мы проигрывали и потом в конце уже отыгрались. Еще я не забыл пенальти. Для меня финальная игра. На пресс-конференции также были затронуты вопросы о медалях, которых, как оказалось, не хватило на всех. Но президент Федерации футбола Руслан Аджинджал объяснил, что количество медалей изначально рассчитывалось на 20 человек, но тренерский состав решил оставить 24 игрока. Вопрос медалей – это вопрос времени, отметил президент Федерации футбола страны, так как они уже изготавливаются и скоро будут привезены в Абхазию. Сам кубок будет храниться в Федерации футбола и будет свидетельствовать о победе абхазской футбольной команды на чемпионате мира «Канифа» 2016. Указом главы государства Рауля Хаджимба заместителем руководителя администрации президента республики назначен Адгур Лушба. Представители программы развития ООН передали абхазским специалистам новое оборудование, позволяющее вести эффективную борьбу с вредителями для спасения самшита. Специальный опрыскиватель приобретен при финансовой поддержке Германии, которая председательствует в ОБСЕ в 2016 году, и при посредничестве ПРООН. Уже второй год продолжается борьба с распространением самшитовой огневки на территории Абхазии. Создана рабочая группа. В рамках первого этапа работ опрыскивание пестицидами осуществлялось с привлечением имеющегося в наличии оборудования, которое применялось в сельскохозяйственных работах. Однако из-за отсутствия специализированного опрыскивателя, предназначенного непосредственно для мероприятий по борьбе с огневкой, не удавалось охватить всю территорию, пораженную вредителем. Теперь, благодаря программе развития ООН, приобретено специализированное оборудование для наземного и воздушного опрыскивания самшитовых насаждений и лесов. Первый этап из-за неимения лучшей техники пользовались исключительно местными силами, нашими тракторами с их опрыскивателями для сельскохозяйственных плантаций. Есть места по Бжевскому ущелью и вообще по другим ущельям, где имеется самшит. Думаю, что данный агрегат принесет большую пользу. В церемонии передачи оборудования принял участие Нильс Скотт, постоянный представитель ПРООН. По его словам, руководствуясь стремлением поддержать усилия по борьбе с вредителем, ПРООН организовала ряд экологических мероприятий. Программа развития ООН смогла мобилизовать ресурсы и успешно сотрудничала с местным гражданским обществом и академическим сообществом в разработке подходов по содействию борьбе огневки, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам защиты самшитового дерева. И с помощью общественной экологической организации Апсабара молодые люди здесь в Абхазии могли содействовать ученым в определении методов борьбы, оптимальных для воздействия на огневку. Опрыскиватель был закуплен с учетом пожеланий абхазских специалистов после консультаций с ними. Сборка оборудования осуществлялась по специальному заказу, в котором учтены все параметры, необходимые для оптимальной борьбы с огневкой. Детали были заказаны в Италии. Оборудование будет находиться в Сухумской МТС, Министерство сельского хозяйства Абхазии. У нас всего 7 опрыскивателей, которые такие объемы не могли осилить. Была применена и авиация, но вот с появлением международной организации, которая решила помочь с данным агрегатом, который объем высокоствольные деревья, которые будут опрыскивать, мы очень благодарны вам за данный подарок. Директор Института экологии Роман Дбар с сожалением констатировал, что личинка бабочки продолжает активно поедательству самшитовых деревьев, нанося урон как самому виду растения, так и всей экосистеме, неотъемлемой частью которой является самшит. Огневка стремительно продвигается в горы, по ущельям. В некоторых местах также мы видим, катастрофическое состояние самшитовых насаждений. Поэтому нам необходимо принять срочные меры
для продолжения борьбы и, значит, сохранения тех участков, которые еще остаются зелеными. Представители Госкомитета по экологии, Института экологии и Минсельхоза надеются, что специализированное оборудование, которое будет задействовано во втором этапе борьбы с огневкой, даст положительный эффект. Амра Амичба, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение. Спасатели Абхазии и России проводят в последнее время ряд совместных операций. Об этом рассказывается в репортаже, подготовленном пресс-службой МЧС Республики. Совместная абхазо-российская спасательная группа на вертолете К-32 МЧС России в районе реки Псов вела воздушные поиски гражданина России Юрия Клочкова. 14 марта этого года Клочков пропал во время спуска по трассе горнолыжного курорта «Роза-Хутор». 15 марта спасатели МЧС России обнаружили следы пропавшего вдоль реки Глубокой до реки Псов. Поэтому российская сторона обратилась с официальным запросом к абхазским властям об организации поисков уже на нашей территории. Результаты облета со стороны Абхазии также ни к чему не привели. Параллельно с этим на вертолете К-32 был проведен мониторинг территории вокруг озера Амткел на предмет использования естественного водоема в случае возникновения лесных пожаров. Были определены возможности оптимального подлета к озеру для водозабора, а также наличие мест посадки в случае необходимости. Тем временем в Ткварчале начался демонтаж канатной дороги. Как известно, она была серьезно повреждена во время Отечественной войны 1992-1993 годов. Специалисты должны разобрать 1000 метров подвесной дороги. Работу ведут спасатели МЧС Абхазии совместно с московским подразделением Союза спасателей России. Группу из 7 россиян возглавляет генерал Александр Елисеев. По словам специалистов, работы будут завершены в течение недели. В Абхазии отметили 217-ю годовщину со дня рождения Александра Пушкина. Мероприятие, посвященное памяти великого поэта, началось с возложения цветов к его памятнику в центре абхазской столицы. Затем в ботаническом саду писатели, искусствоведы, общественные деятели, дипломаты, музыканты и те, кто любит абхазскую и русскую поэзию, провели литературную встречу. Место под Липой в ботаническом саду выбрано не случайно. Александр Сергеевич Пушкин, который восхищался Кавказом, не бывал в наших местах, но в Абхазии служил друг Пушкина, генерал Николай Раевский. Это он в 1840 году основал ботанический сад, где росла эта липа. Уже в 5-й раз по инициативе народного поэта Абхазии Мушнила Сурия в ботаническом саду в день рождения русского гения проводятся пушкинские чтения. У самого Мушни Таевича особые отношения с великим поэтом. Он перевел на абхазский язык роман Евгений Онегин. Ученый Шота Аристава рассказал о том, как Мушнила Сурия взялся за грандиозный перевод. Но он сделал это успешно, блестяще перевел и по форме, и по содержанию. Как отметил Шота Аристава, Пушкин бессмертен, потому что его творения, как и при его жизни, звучат, воспитывают и делают людей мудрее. На пушкинских чтениях прозвучали стихи Александра Сергеевича, переводы его произведений абхазских поэтов, песни Константина Чингеля, народная музыка. На стадионе Московского государственного института международных отношений прошел 16-й турнир на Кубок ректора МГИМО по мини-футболу на траве. В соревнованиях принимали участие команды посольств иностранных государств, аккредитованных в России, в том числе и посольство Абхазии. Команда посольства нашей страны, организованная в конце 2010 года, не раз завоевывала призовые места, в том числе дважды главный кубок. На этот раз нашим футболистам удалось выйти на 3-е место. Посол Абхазии в Российской Федерации Игорь Ахба называет этот турнир престижным и популярным. Турнир за Кубок ректора МГИМО – это очень престижный турнир, соревнования. Здесь играют команды посольств, аккредитованных в Москве, в России, в Москве, среди которых и команда посольства Республики Абхазия. Хочу отметить, что команда посольства Республики Абхазия дважды завоевывала главный приз – кубок, и один раз была серебряным призером этого, можно сказать, чемпионата, мини-чемпионата. Мы представлены здесь как независимое государство, как признанное государство. Общаемся с представителями других государств, которые принимают участие в этом соревновании. В рамках международного проекта «Салют талантов» нынешним летом в Гагре и Пицунде пройдут международные фестивали, конкурсы детского и юношеского творчества «Черноморские легенды». Первый фестиваль состоится в Пицунде 20 июня 2016 года. В программе фестиваля классические музыкальные произведения, акробатические номера, а также народные, бальные, классические, современные и эстрадные танцы.
И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром дождь, возможно, гроза, днем погода прояснится. Температура воздуха ночью 14-16, днем 22-24 градуса. Температура морской воды 20 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.